Итак, всех приветствую. Продолжаем изучать программу Affinity Designer. На прошлом уроке мы прошли некоторые новые инструменты. Сейчас повторим. И первый инструмент, который мы изучили, был инструмент заливка. Позволяет создавать такие плавные переходы на объекте. Называется градиент. Также мы можем его изменять. Сюда, цвет. Можем добавлять новые цвета. Также изменять насыщенность того или иного цвета. Также существует несколько разных типов. Следующий инструмент, который мы изучили, называется инструмент прозрачность. Он в целом похож на инструмент заливку. Он тоже создает градиент, но градиент не от цвета к цвету, а от цвета к пустоте, то есть к прозрачности. Если мы, например, создадим дополнительный объект и поставим над ним объект с прозрачностью, то получается вот такая вот текстура, как бы переход, но этот переход является прозрачным. Следующий инструмент, который мы изучили, называется «Разместить изображение». Все, что он делает, это открывает такое окно, где мы можем выбрать в нашем компьютере любое изображение и вставить его в нашу программу, то есть на наш холст. И последний инструмент называется кадрирование векторного объекта. То, что он позволяет делать, это скрывать некоторые части нашего объекта, то есть как бы обрезая его. Но, тем не менее, сама картинка, она остается на холсте, только она скрывается. То есть вот у нас такая, увеличивать, уменьшать. Но если мы выберем опять же инструмент и восстановим все то, видно, что картинка у нас остается. Итак, сейчас мы изучим некоторые новые инструменты. Первый инструмент — это упрощенная версия перемещения по слоям. То есть раньше мы перемещали, допустим, если нам нужно было переместить вот этот квадратик выше, мы делали это с помощью этой панели во вкладке «Слои». Мы перемещали вручную наши объекты. Но это не всегда удобно. Для этого существует панелька вверху, которая позволяет делать то же самое, но без перетаскивания. То есть выделяем нужный нам объект и выбираем одно из двух. Либо переместить на одну позицию вперед, это он перемещает на один элемент выше. Можно нажать еще раз, и тогда наш объект переместится наверх. Также можно делать это в обратную сторону, то есть переместить на позицию назад. Но если нам нужно переместить сразу же на передний план, мы можем нажать вот сюда, то есть переместить на передний план. И он сразу перескочит как бы через все слои и будет у нас на переднем экране. Ну и также можно все вернуть назад. А сейчас поговорим о новых инструментах, связанных с манипуляцией над нашими объектами. Например, у нас есть вот такая вот клякса, и нам нужно ее развернуть в другую сторону. Мы можем сделать, конечно, так: выделить объект, потянуть вот это и как бы развернуть его. Но это неправильно, потому что мы можем потерять исходный размер. Возвращаемся на место. Все, что нам нужно сделать, это выделить наш объект, и вот сверху у нас станут активными несколько кнопок. То есть отразить по горизонтали, по вертикали, повернуть против часовой стрелки и повернуть по часовой стрелке. При нажатии на эти клавиши мы будем разворачивать наш объект без потери исходных размеров. Следующий инструмент называется инструмент привязка. Точнее будет сказать, это не инструмент, а функция, которую мы можем включить и выключить. Для чего она нужна? Она нужна для того, чтобы выравнивать наши объекты, когда мы их расставляем. То есть, например, нам нужно, чтобы вот этот синий квадрат стал ровно зеленым. Мы, конечно, можем как-то попытаться как-то увеличить
и как-то пытаться поставить это все ровно. Но все равно у нас будет некоторая разница вот здесь, что не очень хорошо. Для того, чтобы сделать нам нужное выравнивание, мы можем воспользоваться функцией привязка. Мы ее активируем, нажав вот сюда, выбираем наши объекты, и теперь при перемещении у нас появляются вот такие линии. Это линии как раз таки выравнивания. Они как бы, можно заметить, что они как бы цепляются к разным положениям. Например, я присоединю этот вот синий наш квадрат к зеленому. Я навожу сюда и вижу, что мне красной линией подсвечивается, что он стоит у меня в одной плоскости, что и зеленый. И вот так вот я его присоединяю. Дальше вы приблизите, и сколько бы я ни приближал, он у нас стоит идеально ровно. Вот. Также можно продолжить, то есть присоединить вот это вот сюда, вот так. Очень полезная функция. Также мы можем выравнивать посередине различных объектов. Допустим, вот у нас ровный квадрат, два ровных квадрата, и я хочу переместить вот этот квадрат в центр вот этого. Ну, с включенной функцией привязка. Просто перетаскиваю, и он сам уже цепляется по горизонтальной вертикальной линии, создает такой крестик, что означает центр объекта. Вот так. И он встает у меня ровно в центр. Давайте рассмотрим некоторые дополнительные инструменты. Когда мы выделяем наш объект, у нас здесь появляется такой инструментарий. То есть заливка, обводка, это мы все уже прошли. Угол. И есть вот такие вот кнопочки. Что же они делают? Например, до этого когда мы хотели что-то развернуть, наш объект, мы использовали вот этот кружочек и поворачивали. И как бы центр поворота находился вот где-то вот здесь. То есть мы можем это увидеть с помощью вот этого нашего инструмента включить начало координаты трансформации. Мы нажимаем на него и видим, что вот он наш центр, в котором он крутится. С включенной данной функцией мы можем этот центр перемещать. Например, присоединить его вот сюда. Тогда наш квадрат будет крутиться по той оси. Также можем вообще перенести в любую точку и поворачивать. И вернуть также в центр. Допустим, мы убрали вот это вот сюда, вот у нас вот так центр там появился. Как только мы выключаем эту функцию, наш квадрат начинает поворачиваться уже от центра. Но опять же, если мы включим это, то позиция сохранится. Далее рассмотрим функцию «Скрыть выделение при перетаскивании». Очень простая функция, но полезная. То есть, допустим, мы хотим, у нас, допустим, есть какое-то изображение, мы хотим добавить к нему какое-то еще одно изображение, которое мы делали отдельно. Мы его так прикладываем, и, чтобы посмотреть, как оно выглядит вместе. Но нам мешает вот это вот выделение. Чтобы его убрать, нажать вот сюда, скрыть выделение. И при перетаскивании мы можем видеть цельную картину без вот этих вот без вот этой нашей обводки, выделения. И можем в целом представить, как у нас будет выглядеть изображение. Следующий инструмент называется «Показать маркеры выравнивания». То, что он делает, это при нажатии на выделенном объекте появляются такие вот маркеры, которые мы можем двигать. И при этом объект тоже перемещается, и это нужно для более точного сопоставления рисунков, сопоставления объектов. Вот, допустим, я выберу по верхней линии, мы можем примерно понять, что оно проходит по красной линии. И вот так вот выровнять. И последний на сегодня инструмент называется «Трансформировать объекты отдельно». Что же это такое? Например, у нас есть такая группа объектов,
Мы их выделяем и начинаем изменять размер. И видим, что они изменяются все вместе. Но что если нам нужно изменять размер, но чтобы каждый объект изменял свой размер отдельно? Для этого и существует вот эта функция. Трансформировать объекты отдельно. Мы ее включаем и начинаем изменять размер. И видим, что каждый объект теперь отдельно от общей группы будет изменять свой размер. На этом все. Всем спасибо за просмотр.